Так, эфир очень летит. Вроде говорит в эфире, но пока еще не вывел. Так, мы в эфире. Ассаламу алейкум. Добрый день, витаю вас, друзья. Сегодня 15 июня 2024 года. У нас 47-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 17 часов 1 минута по Берлину, по Парижу в том числе, и 18 часов 1 минута по Джохару, по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. С нами снова сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Аят, я вас приветствую. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Добрый вечер всем, кто участвует в нашем этом стриме, кто будет заинтересован обсуждать вопросы, которые сегодня стоят. Мы в основном свою передачу ведем в плоскости российской экспансии, которая развязала она еще 11 декабря 1994 года, начав атаку на нашу страну. Более 10 лет мы сдерживали эту гидру. Значит, затем она напала на Грузию, потом на Украину, естественно, дальше снова на Украину. Она захватила территории Молдовы, держит. Естественно, нас захапала, так скажем, грубым образом, и Белоруссию. И в этой ситуации, которая вот так вот разворачивается, мы все вот эти страны, эти народы, которых я назвал, думаю, должны быть заинтересованы в том, чтобы как решить этот вопрос, чтобы мы могли как-то объединить наши усилия в информационном плане там, и во всех других экономическом, политическом плане, чтобы в мире мы могли рассказать или опровергнуть ту ложь, которую сегодня пропагандой льет Кремль, и ее угрозу России на остальные страны мира, в том числе сейчас на Украину, нанесение ядерного удара. В общем, вокруг всего этого. Как вы понимаете, информации идет очень много, и главное сейчас информация кроется вот в одном узле, который вот они говорят, как будет неизвестно, кто придет к власти в Вашингтоне. То ли Байден останется, то ли придет снова Трамп. Но здесь вопрос, это вопрос, конечно, американскому народу. Мы должны будем, как говорится, смириться с тем, что изберет американский народ. Но сегодня мы работаем вместе, скажем, с Байденом, президентом Байденом. Я имею в виду вот эти все страны, которые назвал, эти территории из бывшего Союза. И мы видим, что Америка развернула такую широкомасштабную такую вот коалицию противодействия этой атаки, которая ведет сегодня активно Кремль против Украины. Но их акция, которая организована 51 страной западного мира, Байден, как говорит, пытается, значит, оказать помощь Украине. И мы видим, что эта помощь, как бы то она не была, и что бы то ни было, санкции и другое, она все же как-то вот остановила, мы знаем, Москву. Она не двинулась, она не захватила территории. Те, которые она планировала, она марш не провела в Киеве на Крещатнике, все это ей не удалось. Однако, как бы то ни было, были планы и такие, которые мы ожидали еще в прошлом году, что летом, значит, пойдет
такая вот активная, значит, акция по противодействию, по изгнанию агрессора с территории Украины. Это тоже как-то застопорилось. И мы с вами все должны думать, что же происходит, почему вот такая вот, ну, скажем, метаморфоза, почему это не происходит, говорили. То выяснилось, что все же эта помощь, которая, оказывается, дают Украине, она есть, она на бумаге, но она не доходит до фронта, до тех, кто занимается обороной. Она доходит, но не в той мере, не так, как нужно. Значит, недостаточно спланировали, недостаточно идет вот противостояние против империи. Но я так вижу на Западе, здесь понимают, что все же они думают вместе коллективный разум вырабатывают, что понимает, что все же эти диктаторские режимы, эти Китай, скажем, Северная Корея, эти арабские страны, диктаторские режимы, которые, или это Иран в частности, которые помогают как будто бы, значит, на основе какой-то там политики, хотя они всегда должны были, как по рассказам, должны быть на основе религиозной там идеи быть единомышленниками. Однако это показывает нам, что здесь играет религиозная вот эта солидарность, она не играет никакой практической роли. Видите, когда они напали на Чеченскую республику Ичкерия, мы обращались ко всем этим странам, ну, ко всем, может быть, не ко всем, ну, большинство. Мы хотели получить помощь от этих стран, чтобы они признали наше государство. Ну, однако мы не получили. И мы обратили внимание, что, более того, они еще пошли и были в друзьях у Кремля оказались. И они утверждали, что мы, чеченский народ, который создал свое государство, это государство и чеченский народ, мы являемся частью России. По какому праву? По праву, значит, понятий или по праву тех, значит, морально-нравственного? Разве мы созданы в этом мире, чтобы быть рабами других народов или других каких-нибудь людей? Вот не понимая вот это вот, мы всегда путаем, что там исламские, христианские страны, это просто повод для того, чтобы власти, которые находятся в голове этих стран или комплектно, вместе они вырабатывают линию для того, чтобы решать свои политические, значит, задачи по захвату других территорий. Вот и сегодня нам как-то вот горьковато несколько, но мы видим, что вот Украина проявила такую солидарность, она признала нашу страну оккупированной, оккупированную территорию нашего государства, оккупированной, и осудила геноцид нашего народа. Это очень большое вот такое вот значение имеющее решение. И мы дальше полагаем, что и дальше они будут сейчас решать вопрос в том направлении, чтобы сказать, что легитимной властью в этом моменте, в этой ситуации, в ситуации значит, оккупации нашей территории является, конечно же, президиум правительства республики, потому что эти люди, которые являются членом президиума, это люди, которые избраны нашим народом и назначены последним президентом, и не предавшие, не перешедшие на сторону Кремля или не отказавшись от нашей Конституции. Вот кто люди в президиуме. И против этого направления, значит, ведется тоже какая-то вот работа в самой Украине или на Западе. То есть мы не находим сейчас решения этого вопроса и в самой Украине. Видимо, там происходит что-то такое, которое мы полагаем, что, конечно, проблема номер один – это атака, которую сегодня ведет Москва. Нужно сопротивляться, нужно организовываться. Но и политические и правовые шаги тоже играют важную роль. Мы видим, что так как вот в Украине находится
и российские граждане, которые организовали разные там батальоны, движения, они пытаются тоже собраться, говорить, что они хотят решить вопрос, чтобы, значит, развалить Россию. Одни говорят, другие говорят, мы ее не развалим, мы ее восстановим, мы всем этим народам дадим свободу, независимость. Но это говорили нам всегда. И раньше говорили, и в Советском Союзе, и до этого говорили, еще во времена, когда еще когда Мамай был, с тех времен говорили, что вот народы должны быть особенными. Этого нет. Поэтому каждый народ, в том числе и наш народ, должны думать, как нам быть в этой ситуации. Но движение сейчас, которое происходит, как-то идет в плоскости, кто вот победит сегодня, скажем, в Америке. Победит ли Трамп, победит ли сам Байден. Есть много вот разных значит, точек зрения. С нашей точки зрения, как я уже сказал, для нас важно не это, а для нас важно, чтобы они помогли Украине, и важно, чтобы они действовали в рамках международного права и признали право нашего народа на деоккупацию, установили нашей государственности. Ну, в этом ключе, вы знаете, значит, были встречи «семерки» недавно вот в Италии, и там, значит, президент Байден и президент Зеленский встречались, они подписали там договоренность о безопасности, взаимной безопасности. Но многие говорят, почему взаимная безопасность, почему не решение о приглашении быть в составе Организации Объединенных Наций, вернее, НАТО. Но оказывается, это вопрос не такой простой. И для того, чтобы, да мы-то знаем это, что для того, чтобы ее пригласить в НАТО, значит, надо действовать таким образом, чтобы эта территория, которую они приглашают, чтобы она не была как-то, значит, зависима от другой территории, которую они вовлекут, допустим, это НАТО для того, чтобы отвоевывать эти территории. Поэтому на этой основе, на этих условиях, которые есть сегодня, западные страны пытаются заключить вот этот договор, оказывать какую-то экономическую, финансовую и другую военную помощь Украине, чтобы она победила и изгнала этих варваров со своей территории. Но нам кажется, вот мне и нашим людям, президиуме и чеченцам кажется, что мы параллельно должны думать и о том, и они должны думать о том, что необходимо при этом им планировать и изгнание этих варваров с тех территорий, которые они захватили. Я имею в виду нашу республику, Грузию, ну и, естественно, Молдову, и освобождение самой Белоруссии от этих агентов Кремля. Вот вокруг этого мы будем говорить и говорим уже. Сейчас важное значение имеет, что еще новые санкции финансовые, биржа московская рухнула, как вы понимаете, говорят. Насколько это вредно или полезно, тоже мы об этих вещах тоже можем поговорить. Но здесь вопрос в том, что теперь в самой России сама, значит, система, если доллар не будет обозначен той или иной, скажем, ценой, рубль может рухнуть, и там свободное плавание пойдет. Как в 90-х годах было, на улице могут стоять десятки молодых людей, протягивая вам доллары и торгуя с вами. Вы можете с ним торговать и выкупать эти деньги, а на самом деле цена его будет выше или ниже. В общем, вот такие дела происходят в России, но в то же время это и влияет, собственно говоря, в основном это влияет на то, что сама Москва, уже закупая разного рода технологии или другие какие-то, значит, военные, скажем, средства нападения или защиты, она тоже будет вот здесь, вот в таком трудном положении, ориентироваться по международной такой валюте, которая есть доллар, им будет трудно. То есть осложняется ситуация для России. Несмотря на это может быть и с одной стороны для людей, может быть это как-то вот тоже
кажется, будет лучше. А может быть нет, но все же здесь военное положение, оно подсказывает нам, что с пользой дело для значит, населения это все равно не будет выглядеть в итоге. Так что вот вокруг этого я уже вот сказал. Давайте на этом я прекращу. А вы, если есть вопросы, задавайте или выступайте, поговорим дальше. Спасибо вам. Спасибо, Аят, спасибо. Аят, вы вот по поводу затронули сейчас санкции на биржу, российскую, московскую биржу. И вы жили в советское время, помните, бездолларовое время, когда доллар был подпольно, да, скакал, либо подпольно было. Это считалось там спекуляция, да, если продаешь доллары, это там, валютная спекуляция, тяжкая статья считалась. Как сейчас может развиваться ситуация, на ваш взгляд, Аят? Что может случиться? Вчера передавали, что уже 160-180, почти в 2 раза подскочил доллар. Некоторые говорили, до 250 даже доходило. Да, я слышал об этом. То есть это может сыграть на то, что цены на товары подскочат, сразу, значит, девальвация, а может и гиперинфляция, девальвация, инфляция, так? И все это может как-то ударить по жизни простых людей, конечно. Но это многое вот как-то, как это будет, наверное, потом как-то стабилизируется на какой-то вот точке. Они могут, как говорится, ориентироваться на китайский, этот юань, который ориентируется на доллар, так? Или на какие-то другие там валюты. Но все равно внутреннее вот это потребление и продажа или покупка доллар может скакать. И цены, наверное, возрастут на многие товары и продукты, я так думаю. А вот внутренние по рублю, если даже будет все это торговля, может быть, это как-то подвинет Россию на то, что теперь они сами должны все придумать, сами должны внутреннее, так сказать, рынок внутренний будет, а наружный для них будет очень трудный. То есть все дела, связанные за границей, усложняются для... Вот я так. Отлично. Аят, вот здесь вопрос, я его немножко разверну, чтобы было понятно, Да. что за новость про афганцев. Я сперва зачитаю этот вопрос. Русские хотят заселить Чечению и Кавказ афганцами. Это вопрос Аяду. Вчера прошла информация, Аят, что в Татарстан и во временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерию приехали, или же во время там Санкт-Петербургского так называемого экономического форума, прилетали талибы, и там договорились, что они будут предоставлять мигрантам рабочую силу. То есть Москвы отовсюду гонят таджиков, узбеков, мигрантов, а в Чечню приглашают талибов-мигрантов. И одновременно была еще одна новость до этого, до того, как они там с талибами встретились. Ни для кого не секрет, что за талибами всегда, говорят, стоят пакистанские спецслужбы по большей части. И к нам какой-то деятель туда во временно оккупированную Чеченскую республику, религиозный какой-то святой приехал, которому Рамзан Кадыров там чуть ли не руки мыл, вытирал ему тряпочкой руку, вокруг него, ну как перед святым, как он умеет тут изображать. Вот с чем это связано, что вот сейчас представители Пакистана, какой-то деятель религиозный, сейчас всем известные талибы, которые умеют воевать и любят это дело. Что они у нас делают? Для чего они к нам туда привозят их? Как вы думаете, Аят? Ну, я так думаю, что талибы, если так называть талибы, они их приглашают к нам, допустим, к нам на нашу территорию, они полагают, что они будут воевать за Крым. Так? Против Украины. Против Украины, да, вы полагаете? Конечно, за Крым. И это такие же войны, как и те, которые сегодня есть из нашей республики. Мы защищаем свою родину ожесточенно и планомерно, и не отдаем. А мы никуда не ходили, чужие территории завоевывать никогда. Наш народ никогда никакие территории не завоевывал.
И в этом здесь нет какого-то мотива для того, чтобы эти, скажем, и афганцы или пакистанцы, собственно говоря, это просто политика, которая разыгрывает хитро. Кремль утверждает, что якобы вот эти страны, которые с ними дружат, что они посылают туда на помощь их людей. Я так думаю. Но это все равно не пройдет. Вовлечь эти страны против, скажем, западного мира и там вот столкнуть исламский мир с западным миром, так? Вот там Израиль, это дело как-то у них не движется, они в какой-то степени застопорилось, там идет какой-то вопрос о мире между Хамасом и, скажем, Израилем, хотя там очень сложный узел. Ну, видимо, они хотят другой такой узел здесь развязать и столкнуть исламский мир, продвинуть для столкновения с Западом. Вот что происходит. Да, на Западе, когда это там появится, на Западе здесь тоже будут какие-то могут быть волнения, которые могут повлиять на тех людей, которые здесь исламского происхождения, вернее, религии исповедующие, так? И то есть они какой-то вот закручивают какой-то клубок, это я так думаю. Воинов они там пригласив, ну, некоторые там приедут, некоторые там будут воевать, может быть, так. Ну, то, чтобы заработать деньги, они же деньги платят всем. Такие могут приехать, я так думаю. И если им это как-то удастся развязать, то как получается, разве Талибан и Иран и Пакистан, они как-то между собой, они разного направления у них и веры, хотя они исламские, там разные, эти шииты, эти сунниты, это тоже есть что-то. Но в целом это подчеркивает только то, что вот я такой сказал, что религия здесь играет второстепенную роль, но ею как бы знамя поднимает, а пытаются решить политические вопросы. Вот в чем здесь дело. И я не думаю, что Москве это удастся сделать. Это может быть только вот во вред самому Афганистану, это может быть во вред и Пакистану. Вот такая вот у меня точка зрения по этому вопросу. Аят, вот здесь комментарий еще один тоже интересный. У меня тоже была на эту тему мысль. Не будут ли эти афганцы потом представляться чеченцами и будут гнать на Запад и Израиль? Не может ли, Аят, случиться, уже от себя чуть-чуть дополню этот вопрос, что эти афганцы, талибы, если они как боевики готовятся, они готовятся, вот сейчас у нас в Германии таджик напал с ножом и убил полицейского, ранил там нескольких человек. И не получится ли, что они готовятся не против Украины, а против вот этого всемирного джихада, ну, для так называемого всемирного джихада против Европы, против Израиля, Америки. Это не может с этим связано быть? Ну, мы же с вами знаем, что называя это хоть как кол, так, хоть горшок, в любом случае Россия противодействует Западу, Мгм. потому что она империя, потому что она там диктатский режим, а его называют под любым именем, но у них одни цели. Они хотят, чтобы вот эти вот страны Запада, чтобы они проиграли, и чтобы свобода личности, свобода избрания власти в этих странах, этот момент ушел и навечно в тех, как и в тех арабских, и мусульманских, и, скажем, Китае и в других странах, чтобы там возобладало вот это вечное, значит, руководство, которое из поколения в поколение по родственному или по политическому направлению, значит, было передаваемо. Но в то же время мы понимаем, что оно было до прежние времена, это все время было так, но оно никакой прогресс не давал. Вот мы с вами знаем, вот последние там где-то 100 лет только начался вот этот прогресс, ну, примерно 100 лет,
прогресс, появились новые, значит, технологии, появились новые, значит, изобретения, научные, технические. И вот это все, оно стало стремительно развиваться. Мы видим сейчас, что происходит. А эти страны, о которых мы говорим с вами, они этого ничего не делают практически. Посмотрите, что вот происходит. Нужна свобода. Значит, свобода личности в смысле того, чтобы он политически не преследовался, эта личность, чтобы он имел право, значит, избирать и быть избранным во власть, и себе избрать. Вот против этого в основном выступает вот это все движение их. И в Китае, и в России. Вы видите, все время в Китае сидят одни и те же, а в России сидят одни и те же, ну и, естественно, Корея и все исламские государства, ну, за исключением одного-двух государств, там Турция, Малайзия, еще какой-то там. Остальные все те же сидят и продолжают сидят, и вот эта и линия, они борются за это, они не хотят отдавать власть. Вот в чем вопрос. И в Украине тоже они бьются для того, чтобы вот Украина, значит, сломилась и поддалась. Удастся ли им это сделать или нет, это зависит от организованности Запада, от его умения быстро решить эти вопросы организованным и не дать этим силам возобладать. Они всегда вот негативно высказываются о тех процессах, которые вот демократия позволяет там делать. Вот они приводят разные ЛГБТ или другие вот эти примеры. Вот что вот там праздники какие устраивают, то устраивают. Ну, а если устраивают, они пусть устраивают. Это если в традиции этих народов, и пусть устраивают. Но это же физически, так сказать, на другие народы не распространяется. Допустим, в Турции этого нет, в других некоторых странах нет. И это зависит от того, какое примет решение этот народ, потому что свободно это делает. Но кто делает, то пусть делает, но мы говорим о свободном решении. И я думаю, что эти вот упреки в адрес, скажем, западных стран никоим образом не превалируют, не превалируют над тем, что в этих странах, где вот эти диктаты сидят, они угнетают целые народы, да. Они делают их рабами и делают еще хуже все, что им заблагорассудится с людьми, со своими, так? Мы же знаем это, так? Без всякого суда и следствия. Поэтому мы должны вот это все сравнивать по большей части. Мы не за то и другое. У каждого народа есть свои традиции, своя цивилизация, но главное, что они должны действовать в рамках свободной личности, и сам народ должен избирать власть. Вот что главное. Поэтому вот эти движения, которые они делают, это странно в том смысле, что они с юга через Кавказские горы едут к нам в Чечению, так, и оттуда они будут нападать, скажем, на Израиль или на какие-то другие. Это странно. Но это, конечно, политика, которую раскручивают. Они в этом деле мастера, эти КГБшники, эти спецслужбы. Они делают вот эти разные ходы. Они говорят, вот мы можем бросить атомную бомбу, можем не бросить. Или говорят, ну если не будет России, то есть они имеют в виду, если во власти не будем мы, они имеют в виду, значит не будет и остального мира. Мы попадем в рай, а они сами попадут в ад. Они сгорят. То есть здесь нет никакой морали, нет никакой морально-нравственной основы в этих трактовках. Напали на Украину, напали на другие страны, на нашу страну, убили почти треть нашего населения, детей убили, около 40 с лишним тысяч человек. Представьте себе, что они делали и чем они занимались. И в эту бойню они приглашали, вот сегодня они приглашают убивать украинцев, все представители всех народов этой России, а тогда они приглашали убивать эти же представители, они приходили к нам в Чечню,
Там были и бураты, и татары, и другие не буду называть. И все они приходили, и наши ближайшие соседи приходили и убивали наших людей. Да. Вот какую политику они проводят сегодня против Украины. А сегодня еще втянули, захватив нашу территорию, они втянули и наших людей, наших людей нашей национальности, чтобы они теперь против Украины бились. Но это не должно, этому должно положить конец. Не должно быть. Так что мне кажется, что эта политика, которую проводит имперская, она не возобладает, потому что народы понимает. И мы уже видим, сейчас не тот мир. Весь мир сейчас каждую вот секунду может позвонить, общаться, и ситуация вся будет, которая происходит, видна и понятна. Вот мы же знаем это. То, что тогда, когда на нас нападали, мы не могли что-то, нашу информацию передать, что происходит. Я помню, мы искали какие-то способы, чтобы прямо из нашей территории, из военных, допустим, очагов, там передавать, показывать, информацию передавать на Запад. Чтобы это передавать, это было очень трудно. Приезжали их представители, передавали, устно там говорили. А чтобы показывать, вот как сегодня, чтобы показывать, как Украина показывает, этого не было. Поэтому я убежден, что нет никакого сомнения, что Россия будет повержена. В каком смысле повержена? Повержена в том, что эта власть, которая находится сегодня во главе этой империи, она должна быть переформатирована, она должна быть, как говорится, убрана. Там должна быть демократия. А если будет демократия, то во главе не будет Путина. В этом можем не сомневаться. Или мы говорим, вот там народ такой, все такое. Нет, народ там может быть такой в какой-то степени, оно и есть. Но в то же время, представьте себе, народ там не может открыть язык, рот открыть не может. Сказал, его посадили, написал что-то случайно, посадили. Там штрафы, там то, там это, убивают, сажают, потом берут их в тюрьму, оттуда посылают на фронт. То есть вот такая вот идет, и поэтому нужно, мне кажется, Западу нужно здесь более глубоко просматривать вот эти все моменты и более активно сейчас пытаться решать этот вопрос и быстрее, как можно быстрее помочь Украине и остальным народам, которые создали свои государства, выйдя из этой империи в 1991 году, восстановиться им, возродить свои государства, которых я называл. Но есть и проблемы. Ну, так я думаю. Башкала. Мне тут пишет Басмач, по-моему, у него ник, пишет то, что я назвал этого нападавшего здесь в Германии таджиком, что он афганец. Да, скорее всего, так и есть. Я слышал информацию, что он таджик с Афганистана, но давайте я заранее исправлюсь, чтобы не было недопонимания. Официально как таджик идет. Еще вот в связи с этим вопросом, это большая такая тема, которую, как в капкане оказался наш народ. Борьба с терроризмом и наше сопротивление, которое русские сделали все возможное, чтобы пристегнули к этому в борьбе с международным терроризмом и так далее, и так далее. Наш бывший министр внутренних дел, большой многолетний деятель Вольфганг Шобле заявил пару лет назад, что даже года 3 назад, что борьба чеченцев за свою свободу это все-таки оказалось не террористической деятельностью, а национально-освободительным движением. В прошлом или позапрошлом году американцы, сказали, или ЦРУ заявил, что они больше не будут бороться с терроризмом, а будут все внимание переключать на Китай. Но при всем при этом я вижу, что здесь в Европе, и сейчас вот то, что талибы приезжают в Чечню, мне кажется, все это звенья одной цепи, и Турция вместе с Россией
продолжает бороться с терроризмом, выявлять террористов, так называемых. Сами русские делают этих террористов, а потом все пристраиваются, и начинается такая трапеза, начинается уже сделанными этими террористами. И никто не собирается, вот у нас тут в Германии, у нас была недавно дискуссия с одним представителем, где говорят, что ну, давайте не будем говорить о России, которая стоит за ним. Я говорю, а как это тогда? Давайте тогда будем, Россия будет клепать террористов, будем их убивать, уничтожать, ну и будем делать вид, что как будто ничего не происходит. Я, в принципе, я бы согласился бы, потому что выбора особо нет. Либо сопротивляться с ветряными мельницами, либо согласиться. Если бы это не был нашим народом, да, если бы нас не истребляли, завтра наши дети, внуки могут попасть вот в эту же схему, которую русские нам устраивают. И все сделают вид, что ну да, это же террористы там, и так далее, и так далее. У России Я очень понял. много... Да, давай, я могу это... Я Наболевшая понял. тема, да. А то ты за меня все ответишь, и я тогда не нечего писать. Да. Ну, первое, что я хочу сказать. Российская империя, нынешняя Российская империя, которая в 90-х пошла в власть, это есть власть, которая возвела политику государственный терроризм. Она еще с 90, ну, еще со времен Ленина вот это пропагандировала. Значит, террор, это слова, которые, значит, бросал в эфир, постоянно говорил Ленин, потом Сталин. А то, что, скажем, нынешний Кремль, там Ельцин, потом остальные эти вот, Путин в основном, которые они раскидывают и нападают на мирных людей, убивают, это разве не терроризм? Ведь это самый настоящий терроризм. Терроризм – это, по большому счету, определения терроризма до сих пор нету. Есть определения, которые, ну, разные точки зрения. Есть они там написали, потом в других местах написали, но окончательно такого решения у нас сколько нет. Но терроризм – это попытка, в основном, значит, давление на народ, чтобы он изменил систему власти в другой стране, допустим. Вот, допустим, они напали на чеченский народ и пытались, чтобы мы там переизбрали свою власть, чтобы мы там... Ничего не получилось. Это они также нападают, вот, скажем, на Украину, точно так же они хотят, чтобы этот народ потом переизбрал себе там власть в пользу этой империи и захватить ее территорию. Никакого терроризма в этом смысле, когда они напали на нашу страну, мы имели право по международному праву, по всем моральным правам сопротивляться. И нигде наши люди, наши воины, нигде не шли с целью того, чтобы напасть на народ или взрывать какие-то дома, которые сами взрывала Москва, сама взрывала. А на нас пыталась вешать эти руки. Наши люди, которые пытались остановить вот это убийство нашего народа, где бы оно ни было, то ли в Буденновске, то ли, значит, в Москве, то ли еще где-то, вот где-то где они требовали остановить войну и, значит, сесть за стол переговоров. Вот было требование. А террористы, они требуют, или они, вот, которые говорят, некоторые террористы, которые, они якобы требуют захват какие-то там, это уже действительно террористы, которые захватывают какие-то там территории или какие-то деньги или что-то еще, требуют вертолеты, требуют самолеты. Это совсем не то. Наша оборона, это была оборона по защите своего народа. Да, здесь были какие-то перехлесты, были какие-то, может быть, недочеты, но это был только мизер, это был абсолютно мизер по сравнению с тем, что делала Москва и делает сегодня против Украины. Поэтому это несравнимые вещи, и говорит о том, что он порождает терроризм, да, он порождает терроризм, и их действия террористические, и бандитские. Да. Москва именно так и действует сегодня.
Поэтому мы должны исходить из этого. И те вот люди, которые наши, которые говорят сегодня, что вот мы там сегодня все изменим, мы пойдем там свое государство построим. Эти люди заблуждаются, они не понимают, они из себя, значит, показывают, демонстрируют как бы специалистов, которые знают, что делать. Ну а что они делают? Они во власти не были, они не знают, что это такое. И самое главное, что они наши, вот я имею в виду наши, я называю наши, это те, которые говорят, что придем туда, захватим, Кадырова свергнем, и мы там сядем. Нет, никто вам сесть там не даст, ни вам, ни нам. Нам необходимо, чтобы там восстановилась легитимная власть нашего народа, которая была создана по праву в 1991 году при развале Советского Союза. И если бы не развалился Советский Союз, мы не смогли бы тогда создать свое государство. Не смогли бы эти государства создать и другие народы, которые создали свои государства. Но Кремль тогда, Ельцин, вот этот сам процесс развала, который они организовали, они решили его ухватить и управлять этим процессом. А каким образом? Они захватили вот этот процесс и начали после развала СССР этим народам не позволили, значит, избрать им свою власть на местах, конкретно, чтобы народ голосовал, провел там референдум, не позволили, чтобы потом они определили, войдут или они в состав какой-то территории другой страны, или отдельным государством станут, или войдут в какую-то конфедерацию. Вот эти вещи Кремль и Ельцин не позволили, они подписали вот эти, с этими республиками, которые вышли из Советского Союза. Отмечу, что все республики, которые вышли из Советского Союза после развала Советского Союза, уже имели статус союзных республик. Союзных республик. Здесь Москва обманывает, и эти деятели обманывают. Они в 1991 году при развале имели этот статус, то есть тогда было 32 союзные республики. Вот это важный момент, который Москва и некоторые здесь деятели, в кавычках, нам это указывают, то-то было, то-то. Это даже не важно. И если даже они не были союзными республиками, эти народы значит, по праву, в соответствии с международным правом, независимо от этого, тоже имели право на свою государственность. Но что сделал Ельцин и его команда? Они взяли этих людей, которые сидели во главе этих республик в Советском Союзе, первых секретарей обкомов или ЦК Компартии, они их сохранили, и им вместе с ним подписали федеративный договор о создании Российской Федерации России. Вот что произошло. И тем самым они пытались, значит, перехватить инициативу, сами перехватили, а Чеченская республика под эту линию не попала. Наш народ провел свой референдум, общенациональный съезд нашего народа, а потом избрал свою власть, и все атрибуты нашего государства, после нас признала Грузия и так далее, и так далее. И мы воевали, и поэтому против этой империи мы по праву создали свое государство, и поэтому мы должны исходить из этого. То есть Москва мутит, и там мутит, и здесь, и сейчас с этими афганцами или с этим Хамасом. Представьте, Хамас в свое время всегда, значит, еще ранее заявлял, что Чечня, да, это часть России. Им было вместе с Ираном, лишь бы, значит, нас подсадить под Россию, чтобы мы были там. А сами там вот они действовали и с Израилем воевали. Но этот вопрос израильский, это вопрос, он очень сложный вопрос. Этот вопрос мы можем отнести тем, кто организовал создание этого государства. Это мы адресуем Организации Объединенных Наций этим странам. А те, которые сегодня спрашивают вас или меня, что там делать, мы с вами не можем это сказать прямо, решение выдать. У нас нет такого решения. Но у нас есть одно решение.
нельзя убивать мирных людей, нельзя нападать, значит, территории эти, надо остановить и мирно пытаться решить этот вопрос. Если даже к этим не соглашаются какие-то люди, то надо искать какие-то ходы. И это должен решать этот орган, Организация Объединенных Наций, которая была создана еще после Второй мировой войны. Вот что. Там должен решаться этот вопрос, и там вот надо как-то это решать, чтобы обе стороны, и чтобы там был мир. Будет этот мир или нет, это вопрос будущего. То есть, значит, здесь какие-то есть вот перехлесты. И мы никак не можем согласиться, что мирных людей убивает. И там вот напав Хамас, там 1000 человек с лишним убил. И теперь израильцы нападают, тоже говорят, убивают, и все такое. Это война, которую мы на своей шкуре испытали, и мы знаем, что такое. И когда нам говорят, вот то-то, то-то, допустим, мы знаем, как это было, что это. И мы знаем, и как только услышали, что Хамас напал на Израиль, мы сразу поняли, что это работа Кремля. Оно так и было. Сегодня они продолжают это. И этот очаг напряженности сегодня нужен именно России, Кремлю, там. И поэтому здесь вот то, что там, если как-то сейчас пытается Запад этот вопрос решить, я вот чувствую, разговоры идут, каких-то движений в этом направлении, я надеюсь, что это будет, то теперь они отсюда, как вы говорите, вот из Талибана в Чечню или еще куда-то, и снова на Украину, они хотят, вот им нужно это делать. Вот против вот этого масштабного вот мироздания, что происходит наше, надо, значит, решать этот вопрос на уровне Организации Объединенных Наций. Это должны страны, те, которые тогда это организовывали, в это подключить и решать. С Украиной тоже вопрос. Украина фактически, можно сказать, здесь подставили, когда они Будапештский этот вопрос решали. Они тогда решали вопрос, как вот удивительно. Они решили, что надо передать атомное оружие России, и сказали, что гарантами будут этой ситуации, гарантами будут эти страны, которые Америка, Франция и другие, там, кажется, 4 страны. А вопрос оказался вот в чем сейчас, вот как выходит. Оказывается, они сказали, что мы будем гарантами в случае, если этим атомным оружием воспользуется кто-то против Украины. Представляешь, что это такое? Она не воспользуется, и тогда только они могут стать гарантами. То есть здесь тоже вот эти хитрые, вот эти значки или запятые, которые они, когда принимают, делают, это вот такая вот ситуация. Ну вот, примерно вот так вот. Баркалаят. Адам Реалити задает вопрос. После деоккупации русские никуда не денутся, и нам придется жить с ними по соседству. Будет ли у нас с ними визовый режим? Ну, это мы там определим, как у нас будет визовый или не визовый режим. Если после деоккупации с Россией мы никогда не хотели жить в противостоянии, но мы хотели жить в свободной своей стране, и не только с Россией, которая будет в будущем, но и с другими странами, жить в мире и согласии, и в экономическом взаимодействии. Вот наша цель. И чтобы в нашей стране гражданин был свободен, как он был веками. Наши люди и прежние века, тысячелетия жили как бы, значит, свободными. У нас свободное было, как говорится, общество, которое тогда было. И они избирались специально, значит, парламент, так скажем, я хотел по-нашему, где они решали все вопросы. И никаких там вот этих вот вопросов, чтобы угнетали. Правда, у нас не было такой системы, где можно было наказать, расстрелять, посадить в тюрьму. Это так традиционно. Просто изгоняли, если человек считали, что пытались его судить, там, так или иначе, так. Но если он достоин был того, что он
вообще они делали какие-то ходы, изгоняли его из нашего общества. Это было наших предков, которые были. У нас такое общество. Вот недавно я встречался, здесь был с некоторыми людьми нашими из Польши, да. И там вот в разговоре там мне говорили, вот вы все там, значит, туркоязычные, и вы туда-сюда. То есть я хочу сказать, что про чеченский народ, туркоязычные люди, они, конечно, это великая нация, в прошлом у них была империя, и все. Но относить нас ни к туркоязычным, ни к дагестаноязычным тоже не надо, потому что наш язык не относится ни к турецкому, ни, скажем, ни к дагестанским диалектам. Наш язык практически не похож ни на один язык, и он просто сохранился из глубины веков, сохранился, и мы этим языком разговариваем, наш традиционный язык. Поэтому здесь тоже я хотел сказать тем, кто думает, что мы, значит, нас пытаются куда-то пришить, прилепить, или туда, или сюда. Нет, у нас своя цивилизация, у нас свой народ, и мы имеем свою глубокую, так сказать, историю древнюю. Мы исходим из этого. В то же время мы не нападаем на чужие территории, никого не захватываем. Наш народ мирный народ. Об этом я хотел сказать. Да. Совершенно верно. Совершенно. Ливан Кочерява задает вопрос. Гамаджоба, Гимаджос. Вопрос уважаемому Аяду. Насколько я знаю, в Ингушетии в 90-х была законная власть во главе Руслана Аушева. Сегодня функционирует ли эта власть в изгнании, или они передали легитимность оккупационным властям? Насколько вы знаете, в 92 году в составе России там не было такой власти. Да, там Аушев был популярный, поэтому он был и здесь приемлем для власти Ельцина, и он понимал, что через него. Но Аушев, он проявлял там самостоятельность свою, он пытался помочь и чеченскому народу, искал пути решения, значит, мирного отношения между Россией и нами, и они его потом, конечно, отодвинули в сторону. Вот смотрите, вот там сидят вот эти вот в разных республиках уже десятилетиями, 20 лет, а то и больше, а Ауша они отодвинули. Там не было, так сказать, свободных выборов, хотя я думаю, что если бы были свободные выборы, тогда бы его и избрали. Но тогда он нужен был и, может быть, оказывался необходимым для Ельцина, той власти, которая тогда пришла незаконно, как говорится, захватила эти территории. Так что сегодня там, конечно, назначенцы. Один, второй, третий меняются. И ингуши практически, хотя они называют себя ингушами, другим народом, но все равно мы их считаем своими братьями, близкими. У нас язык похож, хотя там диалекты есть, некоторые рассуждения. Это есть и в любой нации, народности. И мы веками жили вместе, и веками и будем дальше продолжать мирно жить. Баркал, я сейчас тут ищу комментарии. Заваливают нас с разными хейтом. Так. Друзья, напоминаю вам, пишите комментарии. Если, например, мы долго отвечаем, там затягивается, вы можете его повторить. Не спамьте, снова не бросайте. Просто если вы повторите, мне потом легче будет их найти, потому что, как вы видите, к нам заходит постоянно спамить. Так.
Как вы относитесь к нацистам на России, к этим русским фашистам 21 века? Аят. Вот такой вопрос. Я к ним отношусь нехорошо. Так. Так. Так, с ником человек говорит, что он за строгий визовый режим с Россией, русских пускать в Чечению строго по визе. Такой комментарий. Ну или вообще не впускать россиян. Тоже выход. Мне кажется, знаешь что, Аслан, вот нашим участникам мы должны по теме говорить. Это уже будущее, уже тогда это будущее. Сейчас у нас стоит задача, деоккупации нашей территории, восстановления там легитимной власти. Вокруг этого нам нужно думать. И, конечно, это непосредственно связано с Украиной, которая должна сегодня победить. Сегодня и другие, мы должны вокруг этого. Будь эти страны, скажем, те, которые сегодня оккупированы, и на которые, конечно, Россия нацелилась тоже. Это и Казахстан, и другие среднеазиатские республики. Они тоже так сказать, без этого на это нацелен Кремль. Он нацелен обязательно. Поэтому вокруг этого мы должны говорить. Да, А будут визы, не визы, это все уже вопрос будущего. Они могут быть и с визами, а они могут быть и без визы. Это уже вопрос от того, насколько это нам полезно будет и для развития. Вот так вот, я думаю. Ну, тогда наверное, приблизительно по теме вопрос Шамиля Халиуллина. Как вам форум свободных народов во главе с Заки? Это Пономарёв, эти деятели? Этот форум свободных народов России. Это вопрос тех, кто находится в составе России. Заки со своим, скажем, со своей созданной так называемой республикой, группой, которая называется Чеченская республика Ичкерия, в то же время он не имеет отношения к нашей республике никакой, и он себя, изображает, как бы они являются частью России, и внутри они там хотят какой-то форум. Они уже были, этот форум у них проходил уже раньше, они недавно его проводили, по-моему, во Львове, а до этого они еще где-то встречались, там с ними, это Пономарев это дело, с ними как бы обсуждает и дружит с ними. Но непонятно одно, как они могут заявляя о том, что они демократы, что они хотят сделать свободной России и делать свободной, скажем, народы, которые входят сегодня в состав России, хотят они будут в составе России, хотят выйдут. Эти разговоры ведут они, и в то же время они дружат. Я уже писал им на сайте их о том, что как вы можете это все Звук таяллон, Аят, звук таяллон. Аят, не слышно, звук пропал. Аят сейчас зашел и выйдет.
Друзья, напоминаю, это Аят Эдигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. А, Задавайте ему вопросы, если вы не находитесь в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Будьте внимательны, друзья, ваша безопасность в ваших руках. Мы знаем, сейчас как раз об этом говорил Аят, что только за пост, за комментарий людей сажают и преследуют. Аят? Да, сейчас хорошо слышно. Да. Да? Ну, я вот говорил, что там речь шла о том, что они создают этот форум свободных народов как бы России, Мгм. но они вначале были форум свободных России, потом они стали переименовались в форум свободных народов пост России, то есть как бы Мгм. потом. Но как бы они и крутили, этот момент используют в целях, значит, консолидации или объединения Путина. Он там раскручивает вопрос о том, что вот они там собрались, это власовцы, как вот во Второй мировой войне были, что они предатели. Это раз. А во-вторых, эти люди, которые называют это форум свободных России, где это движение, которое там было, даже если это и будет так, вот как у нас было, если так это и даже будет, мы провели и референдум, мы провели и движение, значит, которое было, значит, выборы провели, создали все структуры власти, и все, при всем при этом мы не могли выйти из Советского Союза, потому что международное право не позволяет это делать, если это не разрешает власть страны, в территории которой ты находишься. Сегодня эти страны как бы находятся в составе России, и это признает остальной мир. Мы об этом и говорим. А если это остальной мир признает, и сегодня они об этом заявляют, то получается это капкан. Что за форум свободной России? Другое дело, если то, что было сделано тогда Ельцином, они незаконно, значит, втянули эти республики в состав этой России, если остальной мир сейчас или ООН или признает, что это был незаконный акт, и будет остальной мир говорить, что это необходимо и освободить, вот это другое дело тогда. Но это же не делает остальной мир, понимаете? Это же не делает. Поэтому эти люди как бы в капкан попадают. И эти лидеры, так называемые, которые это возглавляют, то ли это Закада, или другой кто-то там, да, которого называют. Это просто они обманывают этих людей и эти народы. Они не могут стать независимыми государствами, чтобы они там не говорили. Если в то же время они признают целостность этой России. Но с другой стороны, эти территории, которые создали свое государство, вышли из этой страны, которых я назвал, наши, Грузия и другие. Да вот это вот вы признаете, вот это надо освободить обязательно в первую очередь. И видите, как это сложно. А здесь параллельно они это делают. То есть этих людей они подвигают к тому, чтобы вот мы там это просто, ну, это какой-то капкан, в который затаскивает этих людей. По большому счету это служит только сегодня кому? Только Путину. Потому что Путину, они же не говорят, что мы Путину уберем или мы развалим Россию. Не говорят. Поэтому исходить надо из этого, вот, с моей точки зрения. Мгм. Баркал, Аят, благодарю. Так, Аят с ником Во человек спрашивает. Аят, почему Закай выбрал с Березовским Англию? Может, англичане были заинтересованы в Ичкерии? Вот такой вопрос. Вот вопрос такой, какой-то вот, знаете, я откуда знаю, почему выбрал. Но я вам скажу, я тогда находился в Англии, я лично. И там Мгм. мы собирались создать специальный, значит, офис, информационно-аналитический центр. Нам в этом вопросе помогала Ванесса Редклифф, известная в весь мир киноактриса, и она еще возглавляла в Организации Объединенных Наций какой-то там комитет.
И вот уже было все сделано, все подготовлено, и там находясь, мы думали, что усилит нашу там работу, и я тогда через эту Ванессу Редлер делал для Закаева, значит, приглашение, чтобы он приехал, и чтобы мы начали вместе работать. Но получилось так, что до того, как он приехал, этот Березовский там и другие, вот здесь сам живой еще сегодня, этот Фельштинский, который написал книгу «Зорная Россия». Они подходили ко мне, значит, он конкретно подходил, другие писали письма, давали визитки, мол, давайте работать с Березовским, он готов вам оплачивать, он готов вам книги писать, он готов вам все оплачивать, давайте. Мы отказались, я и товарищ, с которым я был, потому что мы знали, что они были теми людьми, которые тогда вот это организовывали так называемый киднаппинг и на весь мир нас позорить пытались. А когда Закаев туда приехал, которого мы таким образом пригласили, он там, значит, открыто заблокировался с Березовским и с тех пор со мной никогда не встречался. Кроме однажды здесь случайно я в Париже на одном из мероприятий увидел его, он тут же быстро говорит, я уезжаю, потом больше его не видел никогда. Вот поэтому, видимо, вот отвечая на вопрос, мы на позицию, которую принимал Березовский, который говорил, я никогда не признаю Чеченскую республику государством, я ее не признаю, а рядом сидит Закаев. Как можно с таким вот? А потом они массу документов других принимали, в которых они говорят, что мы являемся частью России. В 2001 году в Швейцарии, потом в 2002 году в Лихтенштейне, потом в Копенгагене, потом они принимали разные там концепции, из которых, что мы часть России. Вот поэтому они находятся там или в другом месте и сегодня продолжают эту работу. Вот что я могу ответить ему. Наша задача другая совершенно. Наша задача освободить нашу территорию и восстановить ту власть, которую создал по праву наш народ в соответствии с международным правом в 1991 году после исчезновения Советского Союза. Вот наша. А у них задача сказать, что мы часть России, и мы теперь оттуда должны выйти. Закаев говорит, теперь мы должны оттуда выйти. Из России. Мы можем выйти оттуда, если мы туда не входили. Вот чем они занимаются, это должны знать все. Это вот манипуляции, которые они устраивают вместе с теми людьми, кто это не понимает или понимает, но организаторы это знают, что это такое. Ну, все равно есть скептики, которые, что бы ты им ни говорил, все равно они продолжают стоять на своем, даже сейчас, когда его так называемый замминистр, его племянница сидит на российском флаге на фоне российско-кадыровский, чеченский, вот так называемый флаг, и никого это не смущает, все продолжают вокруг общаться. Ну, это делает... это вопрос другой. Они могут сидеть и сидеть, они не понимают, они в заблуждении, или они, значит, под влиянием. Это другой вопрос. Но вопрос в том, что в конечном итоге, если так будет, то стул из-под ног у нас будет вырван. А это нельзя допускать. Это вырвут из-под ног и его племянницы, близкие, и нас всех. Вот что хотят сделать нам. А это нельзя допустить. Когда они поймут что это нельзя делать, тогда они ему могут и сказать сами. Вот что это такое. Баркал, Питер Оль задает вопрос. На основании чего была вписана наша независимая Чеченская республика Ичкерия в Россию? Кем был подписан федеративный договор и от кого? Вот такой вопрос. Ну, я уже говорил про это. Значит, мы туда никакой федеративный договор не подписывали. Федеративный договор был подписан 31 марта 1992 года. И этот федеративный договор подписали все руководители, бывшие первые секретари или председатели кабинета министров, в основном первые секретари бывших республик автономных, но которые были уже союзными, но они еще оставались там
эти первые секретари коммунисты оставались во главе, вот они подписали вот этот договор федеративный и незаконно образовали вот эту вот Российскую Федерацию России, сказав, что это было проявление воли этих народов. На самом деле никакой воли проявления там не было. Более того, они еще в 93 году, значит, выступили за то, чтобы захватить полностью власть, расстреляли Верховный Совет РСФСР и затем отменили все эти, так сказать, договора и приняли уже путем опроса населения снова незаконно путем опроса населения приняли Конституцию, в которой Ельцин там был самый главный во всем. То есть, чтобы он был как бы царь. Вот что он делал. Мы, когда они принимали эту Конституцию, где там они взяли и незаконно вписали туда нашу республику, Чеченская республика, как часть России. Поэтому мы с этим вопросом, конечно, были не согласны и писали во все, так сказать, стороны мира. Ничего не случалось, никто ничего на нас не обращал внимания. И поэтому мы 16 января 1994 года переименовали нашу республику в Чеченская республика Ичкерия. Вот с того момента, который принимается, после этого принимаемые документы, если они с России или с другой стороны называется, там подписана Чеченская республика, это уже не наша республика, это не наш, это значит мы как в составе России. С того момента подписаны все документы с России или с другой, или на международной арене, и где будет написано Чеченская республика, то есть после 16 января 1994 года все документы межгосударственные или другие, то это говорит о том, что этот договор является как бы частью России. Мы не можем с этими документами, все документы, которые эти команды, которые есть до 2017 года, эти занимались именно, писали везде Чеченская республика. То есть вот эта вот хитрость, вот эта манипуляция, разыгранная в пользу Кремля, сегодня идет. Это разыгрывается не только так, даже под прикрытием религии наши некоторые заблудшие люди сегодня этим занимаются. Я им говорил, остановитесь, прекратите делать. Нет, они хотят, значит, то же самое. И это их дети тоже на пользу сегодняшнего Кремля. Как это делают вот эти страны ближневосточного, скажем, юга, исламские или арабские. Вот так вот на этой линии стоят и эти наши вот с вами, скажем, соотечественники, беженцы, которые находятся на Западе или в других странах. Вот мы в этом должны разбираться. Если мы не будем разбираться, потом мы окажемся еще в большей пропасти. Нельзя это допускать. Баркал. Самое время, чтобы Литва, пишет Ливан Кочарава, Литва, Латвия и Эстония признала бы государственность Чеченской республики Ичкерия. Это касается Армении и Азербайджана, потому что рано или поздно это так и будет. Дай бог. Аят, в этом направлении вы говорили, делали работу, у вас есть контакты, продолжаете ли вы поддерживать отношения с этими странами? Да, мы раньше делали много, контактировали в Литве, Эстонии, в Латвии, с многими. Тогда еще туда обращались к ним, чтобы они нас признали. Но тогда они не решались. Эти самые такие политики, которые сегодня там есть, сегодня встречаются, они там Закаев, у них принимают вот эти так называемые медали, которые не имеют никакой силы. К сожалению, мне жаль, что они так вот это делают. Принимают от самозванцев какие-то медали, с ними встречаются, разговаривают. Это серьезное дело, поэтому время покажет, это все будет потом скрыто. Значит, посмотрите, эти люди, которые так себя вот ведут, вот я говорил, до 2003 года они занимались вот этими документами, принимали. И потом они в 2007 году при действующем президентом, вот эти подельники, они, его подельники, можно сказать,
Закаев и Сараляпов, которые не имели никакой там в этом смысле роли, они взяли, подписывали какое-то постановление, что этот, значит, как будто возглавляет Чеченскую республику Ичкерия, а этот возглавляет Закаев кабинет министров, а через месяц сам президент Умаров уходит в отставку и объявляет о образовании Эмирата Кавказ. В общем, здесь все так запутано, и поэтому мы хотели, чтобы они все вернулись назад, и чтобы оставили эти все разговоры в конституционное поле. Они не вернулись, особенно закаевцы и эти, и начали проводить политику, встречаясь с марионетками, называя их легитимными, когда легитимны они никак не могли быть. Легитимны это тогда, когда они были бы избраны по закону и поддержаны народом. Этого не было, как могло быть легитимная власть, которая марионетки, или они сами, которые сами себя назначали. Поэтому мы, значит, оставшиеся в составе нашего правительства люди, которых я называл, мы тогда сделали воззвание к чеченскому народу вместе с Аллой Дудаевой от имени нашего правительства, а затем приняли решение о создании президиума, временно рабочего органа власти, который имеет целью, значит, деоккупации нашей территории и восстановления на нашей территории легитимной власти. Вот именно вот такая вот ситуация. Какой там вопрос больше? Ага. Пока вопросов не наблюдаю, читаю здесь обсуждения разные, там идут и разные хейтеры, без них никак. Сейчас нас смотрят 650 больше человек. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, друзья, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Так. Пишите, друзья, пишите, задавайте вопросы. Кто-нибудь в телеграм-канале, кто хочет, может выступить. Вот кто сидит, вы можете включить микрофон или поднять руку. Я вам включу микрофон. Musa, чуй, у тебя микрофон включен. Till Erdogan soundet ayat все четко аялы это был сред хумадат выстрел то в любом случае со пошерш цикалистый кдек все факт что это потом подтверждаю со свидетель у с 2003 года тидак царь Лили Нагдуесум даже обусловил независимость Колит Боксан Ольсунах, дек сугнал, что цен я шватир, Польша волшебна, свой депутат Шайеркс, что обусловлено аязинек сайол шу, зехал умачта. Это что такое борьба, эти освек. Это сейчас у нас тоже есть немного квартир Шгелбой Алхитя, переводир карцарли, значит, и какие шазер ваш азбоу сюда. Министр иностранных дел. Министр иностранных дел. Ахмадовац. Да. Ильяс. Факт, что свидетелю, куда спасся умничаться, Лелина шты, постоянно с компьютер слежаешь информации по царя зершишь, лалашишь положение находишься. Цендел. А я целый все бахтухов, каждый слово говорит, конкретно. Barkal Musa. Peter Wolf хаттарды. Алма ведер Муса ведер. Питер Вольф, Аят, спасибо за ответ. Хотел узнать, знаете ли вы фамилию того, кто подписал тот договор, или они пристегнули нас к Ингушетии, как Чечено-Ингушетия? Нет, никто нас никому не пристегивал, мы не подписывали этот договор.
И мы Ингушетия не кто имеем к этому... А? Ингушетия, Ингушетия тоже не подписывал этот договор тогда. Ага. Это было, когда мы в 90 Позже подписала году уже... А? Позже же подписала Ингушетия? Нет, оно не то, что подписало. Когда ингуши там, значит, собрали съезд депутатов всех уровней, так? Да. Не съезд ингушского народа, кстати. Да, депутаты. А съезд депутатов всех уровней. То есть депутата местного уровня, районного, республиканского, РСФСР, СССР, которые у них были депутаты. И там, значит, на это основание это назвали там съездом народа, на самом деле это не народно был. И там они заявили, что они хотят выйти из состава Чечено-Ингушетии. Ведь у нас же признание, мы хотели вместе быть. Даже мы президент, когда избирали, мы не избирали вице-президента, потому что мы думали, что эта должность должна быть как минимум для ингушского народа, который мы есть. Так было. Но так как они тогда заявили это, и чтобы, если такое есть заявление, мы согласились, чтобы они вышли из Чечено-Ингушетии и стали, значит, они отсоединились. И тогда РСФСР, тогда Ельцин, они издали закон о вхождении Ингушетии в состав РСФСР. Они издали. Но не было ни слова сказано о Чеченской республике. Тем самым это было признание нашего государства как независимого. Потому что от нас отсоединилось, они ее присоединили. А мы не проявили себя как, ну как вам сказать, как империя. Мы, если желает этот народ, допустим, даже на таком уровне, пожалуйста, отсоединяйтесь, вы имеете право. Вот что это было. Никакого договора мы не подписывали, и Ингушетия была введена в состав РСФСР, тогдашней Российской Федерации России, путем вот такого закона. Сейчас я не помню номер этого закона, но это есть, это можно посмотреть в интернете. Есть. Вот таким образом это было. Так, Башкал, спасибо. Друзья, пишите, задавайте вопросы, принимайте активное участие. Пока вот нет вопросов, я бы тоже хотел немножко отклониться от темы, можно сказать. Но, конечно, это наша тема. Есть вероятность, ну, как бы говорят об этом в Америке, пока, конечно, неизвестно, кто будет, но есть вероятность, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки. Если он станет президентом и признает, да, Байден, я так полагаю, не признает уже почему-то, мне так кажется, но если станет Трамп, вот он может признать. В таком случае вообще наша власть, наш народ, в принципе, как и морально и психологически готовы ли к этому процессу? Это же будет исторический такой процесс. Да, мы были готовы еще в 91 году. Не только сегодня. Мы готовы, и это же, если там изберут, какой бы там президент не избрали, это же воля американского народа, они изберут, и мы должны с ним считаться. Вот в чем вопрос. Так что мы, если это и Байден, и другие вот какие-то избранные президенты или страны вот Запада признают, мы всегда готовы, и мы к этому призываем, мы над этим работаем, кстати. Наша задача как раз стоит в том, чтобы мы показываем, кто мы, что мы, какая власть, что такое чеченский народ, откуда он взялся, почему мы создали свое государство, каким образом, почему нас втягивают в состав этой Российской Федерации России, считаем нас частью России. Почему? Ведь мы никогда не входили в эту Российскую Федерацию России, никакой документ не подписывали. Кстати говоря, мы не входили и в ту
Российскую империю, тоже никогда. Мы не входили в Советский Союз, наша территория была завоевана, поэтому и оккупирована. Поэтому в связи с развалом Советского Союза мы уже автоматически должны были стать своим независимым государством. То есть вот эти вещи, вот эти вот понятия, они должны присутствовать на международном уровне, и здесь должны, значит, они работать. Я понимаю, что эти страны, эти около 200 стран мира, которые есть сегодня члены Организации Объединенных Наций, я повторю и скажу, что около 40 стран по территории и по численности населения меньше нашего населения и меньше нашей территории, и они являются членами Организации Объединенных Наций и полноправно участвуют во всей ее работе. А почему чеченский народ не может это сделать? Мы же сделали это все по праву, которое выработано и принято после Второй мировой войны, значит, современным миром. Так оглянитесь, что вы делаете в отношении нашего народа. Я понимаю, что есть такой момент, что они опасаются, что в мире есть где-то около 5000 народов и наций, так? Что нельзя создать 5000 государств. Ну хорошо, тогда делайте хотя бы то, если это делается в соответствии с современным международным правом. В этом вопросе наш вопрос должен быть очень и очень строго рассмотрен, потому что это приводит к этому коллапсу, этому противостоянию в мире. И это происходит. Мы должны как-то держаться на этой линии. И международные организации, и эти страны, вот эти большие страны, должны поддерживать свою же линию, которую они выработали сами. Вот так что мы готовы, мы над этим работаем. Мы работаем над тем, чтобы наше государство было признано и Америкой, и западными странами, да и всеми странами в мире, которые есть. Вот отлично. Отлично, Баркал, спасибо. Шарани Азиев задает вопрос. С кем договаривался Закаев в Швейцарии и в Лихтенштейне? Разве те политики, кто договаривался с Закаевым, прежде чем встречаться, спецслужбы обязаны предоставить информацию о его легитимности? Я немножко не понял, но с кем он встречался, Аят? Если ты понял. Ну, как он встречался? Там вначале это было в Швейцарии, где, значит, проходил в 2001 году, где-то в сентябре, если я не ошибаюсь, в сентябре это было, 2001 года, там была встреча, на которой, о котором был извещен Масхадов. Масхадов позвонил мне и сказал, что я обязательно должен там быть. Я из Лондона вылетел туда, я уже рассказывал это, и те, которые там собирались, там организовал эту встречу Джеймстаунский фонд, американский, так, и там были представители России, там находился этот мемориал, из мемориала возглавляет Орлов, Щекочихин, там еще другие со стороны России, а с нашей стороны там находился Лёма Усманов, наш представитель в Америке тогдашний, и наш тогдашний министр иностранных дел Ахмадов Ильяс. Но дело в том, что они там находились, но я когда приехал за день вперед туда, и Масхадов мне сказал, что ты езжай туда, они тебе позвонят. Так вот, я там 3 ночи просидел на вокзале, они мне так и не позвонили, и позвонили в последнюю, как говорится, ночь. И утром я приехал туда, переговоры у них как бы закончились, они какой-то там спектакль сыграли, давайте завтра, мол, встретимся, а утром все разбежались. То есть фактически там, оказывается, я не смог с ними, там находился и наши эти люди, я просил у них, чтобы они мне предоставили протокол, значит, их встречи, которые там, что они там вели
принимали решения, и предложил им, чтобы там мы могли принять, давайте соберемся и примем какое-то заявление, сделаем. Там, значит, бывший этот представитель миссии ОБСЕ, который был у нас в Грозном тогда, Тим Гульдеман, он там возмущался, говорил, что это нельзя делать, что это секретный переговор, что такое. Но и на этом не закончится, а утром они все разбежались. И они, когда мы хотели, там их не было. То есть фактически на эти переговоры они от меня скрыли все, что они там собирались сделать, и не сказали. Я тоже уехал оттуда. Через год уже не к этой команде со стороны нашей, туда добавился этот Закаев Ахмед в Лихтенштейне. И тогда в газете «Вашингтон-Пост» была статья одного американца, который был на этих переговорах, который написал, что он был на обеих встречах в Швейцарии и Лихтенштейне, и там, значит, он был удивлен, что, оказывается, и российская, и чеченская сторона, они договорились, они там принимали эти решения, договор их заключался в том, что они решали эти вопросы на основе той платформы, того, что Чечня является частью России. Представьте себе, наш министр иностранных дел, наш представитель в Америке, а затем в Лихтенштейне еще добавился с ним Закаев, они на этой основе принимали там решение, что наша территория является частью России. Кто им это право дал? Кто им это? Поэтому они, видимо, скрыли от меня это, а затем после этого решения они встретились в так называемом Всемирный конгресс чеченского народа в Копенгагене. Туда подъехал этот Хасбулатов и другие. И там они приняли какую-то резолюцию. Эта резолюция, она как бы скрывалась вначале, но мне ее передали наши студенты из Литвы, когда я там находился. И с этим там занимался, как раз организовывал вместе с этим, занимался этот Дени Тепс, который сейчас у нас где-то фигурирует здесь, каким-то деятелем снова здесь. Так, в этой их резолюции записано, что мы являемся частью России. Там не записано прямо, как я вам говорю. Это был 2003 год, октябрь-ноябрь месяц, и в ней написано Чеченская республика. Чеченская республика. Как я вам говорил, до этого, там, где записано после 94 года, 16 января, где идет документ Чеченская республика, а не Чеченская республика Ичкерия, знаете, это значит документ о том, что мы в составе России. Там написано это. Более того, это потом подтверждается, там, кажется, 6-й пункт, где они говорят, что все вопросы решать надо на основе плана Хасбулатова. А план Хасбулатов тогда, это был план, в котором говорилось, что мы являемся частью России. То, что записано Чеченская республика, и то, что план Хасбулата, это уже доказательно говорил о том, что они там принимают решения. Кто там находился на этом съезде? Я пытался туда поехать, просил, чтобы мне приглашение прислали. Мне не прислали это приглашение. И те, кто там находились, а там как раз находился и эти люди, о которых мы сейчас называли, которые мне сейчас задают вопрос, они этим занимались. Вот эти документы есть еще тогда. То есть они еще тогда занимались вопросом в пользу Кремля. С тех пор они стали, не то что с тех пор они полностью, как говорится, оголились, показали свою позицию. Вот что это такое. Мы не могли, мы сторонники, значит, развития и, значит, деоккупации нашей территории, с такой позиции не могли согласиться. Это не могло быть, потому что это было против воли нашего народа и против нашей истории, создания нашего государства. Поэтому это
Да, это предательство. Да, Вот чистое, что было. Да. Пожалуйста. классическое. Да. Предательство интересов чеченского народа, который только что на наших глазах проливал просто тонны крови, бился как никто и никогда в Да. истории. И вот это все за милую душу отдается. Просто так, Да, чтобы тебя назвать. Асан, мы, значит, после этого даже, когда они в 2007 году сделали то, что я ранее говорил, мы им призывали вернуться в конституционное поле и действовать только строго в рамках нашей Конституции и воли нашего народа, там референдум, который был у нас 25 ноября 90 года. Они отказались, не то что отказались, они даже и не реагировали на это, а продолжали работать вместе с с представителями марионеток, приехал их так называемый председатель парламента, и там начали заявлять в Лондоне и Осло, что те марионетки являются легитимной властью. Вот представьте себе, что это такое. Вот чем они занимались и занимаются до сих пор. Поэтому мы Да? призываем всех там, кто на религиозной основе или на другой какой-то основе, оставьте все эти споры, нас хотят посадить, как говорится, в болото, что в гораздо худшее состояние. Мы должны объединиться и поддержать легитимную власть, которая есть сегодня на Западе, в лице президиума правительства, единственная, которая, значит, есть и имеет все полномочия для этой работы. Давайте вокруг этого объединимся и давайте действовать, чтобы другие страны на Западе нас признали. А то нам вот говорят, вот вы там, мол, не можете объединиться, все такое. Эти все разговоры в каждой стране есть десятки, а то и сотни разных движений, противоречат между собой. Но те движения, которые там выступают в любой стране против своего государства, существование его, это уже не движение, это уже преступная организация, они их следует, практически следует, значит, подвергать преследованию в соответствии с законом. Поэтому все, которые заблуждаются, должны уйти от этой позиции, если они заблуждаются в рубеже, и объединиться вокруг этой линии. Только так мы сможем создать свое, значит, движение единое на Западе и показать всему остальному миру, что мы являемся народом, который создал свое государство в соответствии с международным правом, и что мы требуем его восстановления, и что мы будем жить в этом направлении, а не всякие придумывать, что там мы исламское государство построим, мы там другое там создадим. Какое исламское государство они могут построить? Никакое. Потому что такого государства нет. Есть только исламский народ в той или иной стране. А исламский народ, если там есть, то это и есть как бы исламское государство. Так вот принято называть. Но это не значит, что где-то там они возьмут, и эти люди, которые говорят, мы там построим исламское государство, они тем самым хотят сесть там на голову нашему народу, его решение наш народ отменить, и сам сесть на голову, и там потом вершить то, что они хотят, то, что решать в этих исламских государствах диктаторских, которых мы с вами знаем. Вот о чем идет речь. Мои друзья, мои дорогие друзья и братья и сестры. Ищ душу, чтобы вы знали. Баркала, Так, друзья, если есть вопросы, пишите вопросы, либо вы можете... Есть. Да, пожалуйста, Айса, Машуэль. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Если просто взять то, что было от начала до конца сказано, то это начало и полная законченная тема документального фильма. И называется он «Что такое Конституция Чеченской Республики Ичкерия?». То, что сейчас сказано, раньше было частями сказано, а сейчас так получилось, что полностью все объяснено. Осталось только вставить туда документы и сделать маленькую паузу, чтобы люди прочитали это. Ведь фактически это же предательство. Это борьба
одна фраза, сказанная насчет международного терроризма. Удивительные террористы, которые думали только о народе. И не думали о миллионах, которые они хотят получить. Странный какой-то терроризм получился. А этот странный терроризм происходит от Сталина, Гитлера, которые захватили власть в свое время. А мы-то воевали за то, чтобы быть свободными, на основе того, чтобы мы имели на это право. У меня вот такая надежда появилась. Раньше я думал, как это сделать. А вот сейчас, сегодня, то, что ты говорил, говорят, это полностью все ответы на все вопросы. Осталось только добавить туда документы. Именно последовательность. И насчет Закаева, и насчет Хасбулатова, и насчет сегодняшнего дня. Я вообще в восторге. Все ответы здесь есть. Надо нападать, а не защищаться. Пришло время документальный фильм снимать. У меня просьба большая, просто это мое возможное желание. Я так вижу. Это решение. Напишите текст, Аят, Иса. Мы сделаем из этого ролик, клип, видео. Не, Аслан, там другой вопрос. То, что сейчас вы говорите, это и есть текст. Вот то, что сейчас Ахмед говорил, это и есть текст. Откуда, как получилось, когда предали, конкретно предали. И почему этот человек сегодня опять нам диктует условия, как нам жить. Закаев. Вот и спрашивают сейчас, вот как это вот эти, скажем, движения, которые за свободную Россию постсоветскую, скажем, Пономарев и другие, они дружат с этими самозванцами, которые этими делами занимаются. Как может быть? Я задал им этот вопрос, они мне не ответили до сих пор. Ну, по крайней мере, часа 4 назад не ответили. Как может быть так? Что это такое? Нет, если вот это то, что сейчас ты говоришь, они узнают об этом, у них не будет возможности врать. У них же тоже есть свои люди, которые не простят им вранье. Когда ты говоришь правду, которую сколько лет мы живем, да? Мы не можем с 99-го года до 91-го года мы не знали на самом деле, что происходило. Ты от начала до конца все спокойно объяснил, так спокойно, просто как старший младшим рассказал. Документы оставить туда. И этот текст, который ты сейчас говоришь, оставить как есть. Вот такое-то совещание, вот Аслан вел передачу эту, вот именно, и сразу же документы, и сразу все становится на свои места. Если бы кто-нибудь это узнал бы, сказал, боже ты мой, как вы пережили это все? Ведь это же вообще, это сенсация, это мало сказать, это правда. А вот тот Пономарев, как он по-другому будет, после такого фильма, как он будет с тобой разговаривать, если он узнал эту правду? Они знают эту правду, я так думаю, так, об этом им было сказано, и вопрос я им поставил еще и ранее, они знают это, они занимаются, видимо, какая-то там сегодня ситуация, может быть, они в трансе, а может быть, они и действуют в этом направлении, одно из двух. Но самое важное то, что, я просто повторюсь, текст, который сейчас был сказан, от начала до конца, и Березовский, все это вместе есть, было так спокойно рассказано, как вот учитель рассказывает ученикам. Не повторяйте ошибки ваших двоечников, грубо говоря. И вот получается, если вставляются документы, то получается документальный фильм. Ну невозможно этот документальный фильм перебить ничем. Их есть документы. А документы есть. Даже 16 января 1994 года. Чешская республика Ичкерия. Такая маленькая деталь, да? Никто не может понять толком. Но когда документальный фильм есть хороший... января 94-го года. 4-го. Да, 94-го года. Да. Если такой документ есть, такой документальный фильм есть, то никто не перешибет это. Ничего невозможно пережить. Есть указ президента. Он здесь у нас в печати, в интернете есть указ президента. Все это есть. Но вопрос в том, что... Сейчас мы говорим, то, что сейчас говоришь, вот я сейчас слушал от начала до конца, мне все стало понятно. Все эти, сколько, с 91-го года, все стало понятно. Раньше было кусками, а сейчас сплошная линия. Тебе задают вопрос, люди, которые интересуются этим, им интересно это.
ты отвечаешь, и получается, вся жизнь наша прошла, но она еще не закончилась. Надо документальный фильм взять хорошего режиссера, показать, вот есть материал, хочешь сенсацию в этом мире. Давай. Помнишь, когда сказал насчет международных террористов? Я повторюсь еще раз. Удивительные террористы, которые считали, просили за свой народ. Они миллионы долларов, короче, там, это, девочек там, туда-сюда. Странные террористы до вас были. Да. Veriyor aşağı veriyor. Доверять слышно. Баркал Дейресу, Аялина. Кто-нибудь хочет еще добавить, задать вопрос, прокомментировать? Друзья, пожалуйста, у вас уникальная возможность. Мне можно? Здравствуйте. Дедик до конечно. Добрый вечер. Извините за опоздание. Здравствуйте. Намного опоздал, только в конце. Ну, я прослушала речь Исы Ахмадова, и мне очень понравилось то, что он говорил. То, что Ахьят говорил, я очень хорошо, я в этом не сомневаюсь, иначе бы Иса не был бы в таком впечатлении. И то, что ему стало впервые понятно полностью все, тогда и другим станет понятно. Вы знаете, я слышала мнение раньше, еще давно, о том, что последние вот годы люди, как правило, не читают документы. Они смотрят видео, они привыкли смотреть видео. И поэтому я считаю, что Иса полностью прав, если сделать такой фильм небольшой. И причем документы не помещать вот между там слов, которые говорят о тексте документа, а просто ссылки в этих местах. Или, может быть, в конце фильма эти документы прочитать, что ли. Ну, чтобы не было отвлечения внимания. Я думаю, что фильм получился бы очень хорошим. Иначе бы Иса не был в таком восхищении. Я думаю, стоит над этим подумать. Вот такое мое предложение. Так что присоединяюсь к Исе Ахмадову. Спасибо большое. Спасибо, Алла. Спасибо. Так. Друзья, жду ваших комментариев. Так. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Комментариев я не вижу. Друзья, если есть комментарии. Так. Как мне можно добавиться в эфир? Анзор, вы можете, в эфир вы добавиться не можете, в YouTube только 2 человека могут вот напрямую вот так общаться. Вы можете зайти в телеграм-канал и там непосредственно на канал Президиума правительства, который неоднократно за последние уже недели 2 уже атаковался. Поэтому заходите, вы можете непосредственно сами принять участие и задать непосредственно вопросы Аяду или прокомментировать что-то. У нас свобода слова, демократия не на словах, а на деле. Так что, как говорят в Украине, ласково просимо. Это herzlich willkommen, говорят немцы. Так, Кавказский дом. Как эту программу продвигать среди грузин, армян и других народов Кавказа? Ну, эта программа была тогда еще заложена в основу тогдашними президентами Джохар Дудаев, Звят Гамсахурдия. Затем, когда Гамсахурдия погиб, потом это было с Эльчебеем, были встречи по этому вопросу в Азербайджане. Туда на встрече, я сейчас не помню, кажется, армянского руководства не было, но, в общем, речь об этом шла. И тогда было заложено основу этого, имелось в виду, что это объединение, оно должно
как-то, значит, решать вопросы этих кавказских народов, в том числе имелось в виду и казаки, имелось в виду и территории некоторых других территорий, которые выше, там, вплоть до Астрахани. Вот так было. Но это все нужно поднять, как продвигать. Мы как раз-таки продвигаем, на этих позициях стоим. Но здесь разного рода деятели собираются от этих некоторых народов. Там говорят, что вот были вот эти какие-то конференции были здесь, в Украине, потом они были здесь, в Польше, где они рассматривали вопрос о создании какого-то кавказского единства в пику того, что было сделано еще тогда. Я не сомневаюсь, что то, что они говорят, это в пику, это идея, которую проталкивает Кремль, потому что там сидят и люди, которые на эту кремлевскую власть работали, так? И еще наши там некоторые деятели сидят и ничего не говорят вот против этого, когда они говорят, что вот было там, вот, там не удалось сделать, Чеченская республика там было, нам не удалось это сделать, ничего не удалось, как бы упрощая то, что было сделано нашим народом за столькие годы в рамках международного права, и утверждая какую-то возможность создать какую-то там Кавказскую конфедерацию, которую фактически невозможно создать без согласия самого, как говорится, Путина. То есть они все как бы сбрасывают на обсуждение Путина. Вот этим они занимаются по большому счету. Конечно, некоторые из них, которые там сидят, не понимают, о чем идет речь, и искренне в своих побуждениях. А те организаторы этим занимаются. Так что в будущем это должен быть Кавказский дом, как мы планировали еще тогда, когда это поднимали очень известные в мире сегодня, великие, можно сказать, люди, как Гамсахурди, Джагар Дудаев и другие, говорили о решении этой проблемы Кавказа. То есть Кавказ должен быть мирным, безъядерным, там, или как угодно так, но это должно быть свободное пространство для развития и единства, чтобы вот так вот и чеченский народ к этому, конечно, подключается, и тогда об этом шло. У нас была очень большая конференция по этому вопросу, которая проходила нашим тогда в Грозном. Я тоже участвовал в этой конференции. Так что вот такая ситуация, поэтому мы действуем с действующим сегодня еще властью, которая при Гамсахурде была, с ними принимали референдум. Значит, дважды мы подписывали с ними документы об этом. Есть люди, вот мы все никак не доходит до этого, то ли время, то ли руки. И надо будет еще раз мы соберемся, с этими людьми поговорим, но будем действовать, постараемся действовать, как это сделать. И это вопрос мы не дадим забыть, чтобы оно не было предано забвению. Нам сейчас мы смотрим на те проблемы, которые у нас есть. Первая задача, вторая задача, а это свою позицию в дальнейшем мы говорим. Важно сейчас на Западе заняться вопросом о признании нашего государства, а для этого объединение наших людей, наших сил на Западе под эгидой президиума правительства, единственной легитимной власти, оставшейся от нашей власти, избранной нашим народом в 1991 году во главе с Джагаром Дудаем, а потом на очередных выборах, когда был избран президент Масадов, вот оттуда идут эти корни. А все, что с этих корней ушло в сторону, за борт, оно не может восприниматься, оно просто действует против нас.
под какой бы идеей они ее не продвигали здесь. Поэтому мы должны понимать, что это использует наш враг, это империя. А это враг сегодня тогда стал уже врагом многих народов. Он раньше был нашим врагом, и весь мир на нас, значит, с пальцем показывал тогда нас. Сегодня они поняли, когда они напали на Грузию, на Украину, ну, теперь уже нам свободнее. Но мы можем сейчас объединиться и работать в этом направлении. Нет, когда вот мы хотели создать информационно-аналитический центр, платформа свободного диалога, люди, которых мы призывали для того, чтобы объединиться, они вдруг, как говорится, от этого отказались. Они хотели, чтобы мы их ввели в состав нашего правительства, люди, которые не имеют полномочия. А работать для этой нашей власти вместе они не хотели. Так чего они хотят? Они хотят власти сами? Или они хотят, чтобы им отдали эту власть? Этого не будет никогда, потому что власть избрана только нашим народом, и его представители то могут этим только заниматься. Вот такое у нас мнение по поводу перспективы Кавказского дома. Так что, я думаю, ответил. Здесь много можно говорить. Спасибо. Да, ответил Баркалай. Спасибо. Мне можно добавить, да? Конечно, пожалуйста. Я хочу вернуться немного в историю и, в общем, связать это с Ахметом Закаевым. Ахмед Закаев всегда вначале заявлял о Горской республике. Это Горской республике, которая в свое время, по-моему, в 1920-21 году еще Черемоев задумал и создавала, даже, по-моему, она существовала, кажется, 2 или 3 года. В 18-м, да, 18-м. Да. Но дело в том, что Закаев начал с Горской республики, потом стал говорить о конфедерации. Просто как бы это уточняя ту же самую Горскую республику. Но он никогда не называл Кавказский дом Зиада Гамсахурдия Захара, потому что это совершенно другое по существу. Да. Почему это другое? Потому что Горская республика это объединяет только мусульманские народы. Это, значит, тогда называлась Чечня, потом Дагестан, наверное, Балкария, но это только балкарцы. Азербайджан, вот я не в курсе. Ну, в общем, намного меньше народов, чем Кавказский дом. А Кавказский дом – это Грузия, то есть христиане. Да. Это Кабардино-Балкария и кабардинцы, и балкарцы вместе уже. Осетины. Да. Осетина, да, я все время забываю осетинов. То есть это народы Северного Кавказа, если Южно присоединится тоже, возможно. Дело в том, что здесь идет речь, Кавказский дом – это союз свободных народов, то есть союз народов на почве экономики совместной, потом защита флоры, фауны и торговой связи, конечно, прежде всего, защиты от военных действий совместной. Ну, управление, каждый управляет своей республикой сам, вместе объединяются, выбирают общее одно правительство, допустим, в будущем Кавказского дома. Это всех там может быть по члену и так далее. Это в отличие от Горской республики, потому что Горская республика, которую управлял Чермоев, там несколько человек было, или конфедерация, которая тоже Закаев сам собирается управлять. То есть огромная разница. Тут союз, получается авторитарное государство, как бы, ну вот, республика. Кавказский дом, Алла, извините, Кавказский дом наподобие вот швейцарского кантона. Да, как в Швейцарии, который объединяет 5 регионов, но они все свободные и, в общем... И говорят на разных языках. Очень управляют. Защитой. И они собираются каждый месяц. Я вот разговаривала с консулом в Швейцарии, так мне было так интересно. Вы знаете, собираются раз в году, где-то в июле, и все мужчины
Швейцарии со всех этих 5, как кантонов, по-моему, называются, Мгм. собираются и проводят в горах время, проводятся учения военные. Да. И каждый человек в этой Швейцарии должен, если начнутся военные действия, может принять участие. То есть никто там повестками вызывать не будет, все должны принимать участие в отражении. Вот. И вот Кавказский дом, он более демократичен, гораздо более демократичен. Это вообще сплошная демократия, что свойственно духу чеченского народа, чем Горская республика или конфедерация, как называют Закаев, который спит и видит себя во главе этой Горской республики, так называемой, или конфедерации. Вот такое у меня дополнение. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алла. Спасибо. Спасибо, Алла. Здесь есть комментарий от Ливана, я его тоже прочитаю, и тогда уже можно 2 часа, более уже 2 часов в эфире, можно будет Давай. заканчивать. Ливан Кочарава. Уважаемый Аят Аслан, сегодня Запад очень хочет сменить власть оккупационной администрации в Грузии, но этого пока что не может, потому что так называемая оппозиция очень дискредитирована. Сейчас я продолжу, он тут не помещается весь. В принципе, это те же люди, которые были против Гамсахурди, оппозиции. Так что Запад вынужден будет полагаться на законную власть Грузии, потому что Россия очень активизировалась на Кавказе. Это был комментарий такой, и Россия очень сильно, на самом деле, мы замечаем, что активизировалась там и в Чеченской республике во временно оккупированной, и в других республиках, которые входят в состав России пока, и в Грузии, везде она активизировалась. Вот по этому поводу, что вы думаете и с чем это связано? Они боятся, они предупреждают угрозу, которая может их власти, их влиянию на Кавказе повлиять? Ну и что я думаю? Он прав, что легитимная власть, которая была тогда избрана, более 90% голосов был избрана власть при Гамсахурде, после она была вот этим бандитским режимом России и их пособниками свергнута. Гамсахурди ушел из жизни для спасения своего народа, практически погиб. И в перспективе, если вот я говорил, если есть это международное право, и это было создано современными, скажем, большими государствами, всеми государствами, то надо держаться этой линии, иначе хаос во всем этом мире может привести к катастрофам большим. Нельзя позволять одним нарушать это, а другим не нарушать. Вот что происходит. Сегодня, собственно говоря, эти действия преступные, которые совершает сегодня Кремль, против этого же выступает Запад, выступает и другие, скажем, и незападные страны некоторые поддерживают эту линию. Поэтому, исходя из этого, конечно, мы надеемся и хотим, чтобы в Грузии пришла легитимная власть. И тогда мы продолжим, и наша власть чтобы установилась. И для этого надо работать нам, объединяться надо, смотреть. Мы верим в грузинский народ. Грузинский народ – это наш братский народ. В этом нет никакого сомнения. Все, ты закончил? Да, я закончил. Всё. Есть вопросы? Нет, вопросов больше нет. Я думаю, уже мы больше 2 часов можно заканчивать. Как ты смотришь? Да, можно. Да. Если нет вопросов, заканчиваем. Если кто-то хочет выступить, вот в Телеграме, кто у нас есть, вы можете сказать ваше мнение, сказать ваш комментарий, и давайте на этом закончим. Так, вопрос от комментариев, я так полагаю, нет. Спасибо, что смотрите, поддерживаете, друзья. Спасибо всем, кто принимал участие, кто писал комментарии, смотрел, поддерживал. И, конечно, всех участников отдельно благодарю. Спасибо, Алла, Иса, Аят, Муса и все. Дерей свой масана. Далде Аберский Юэль.
Адикюэль, Маш, Оль. Всего хорошего, до свидания, друзья. Всегда. Адик, Давайте. давай.